Здравствуйте, в эфире программа «Тыянак», в студии работает Антон Кубицкий. И в рамках сегодняшней нашей программы мы будем разговаривать о российско-кыргызских отношениях. Специальным гостем по этому случаю в нашей студии будет посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Николай Николаевич Удовиченко. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Ну, во-первых, разрешите сказать приветственное слово. Нам очень приятно то, что вы нашли время в своем плотном трафике и посетили информационное агентство «Кабар». Вот. А далее мы перейдем уже к повестке намеченных вопросов, которые было бы интересно услышать лично от вас. В частности, всем известно, что текущий год, 2020, объявлен главами двух государств перекрестным годом культуры. Уже известны некоторые мероприятия, которые запланированы, которые будут проводиться в течение этого года. Что будет интересного? И расскажите поподробнее о том, что вообще из собой будет представлять перекрестный год культур Кыргызстана в Российской Федерации и наоборот. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я очень рад находиться в студии «Кабар». Это мой первый визит сюда, поэтому рассчитываю... Спасибо. Надеюсь, не последний. Но что касается вашего вопроса, то что такое перекрестный год? Во-первых, это перекрестный год не культур, а перекрестный год России в Кыргызстане и год Кыргызстана в России. Поэтому и называется перекрестный. Это не только мероприятие культурной составляющей, это и мероприятие общегуманитарной, образовательной сферы, но и, что очень важно, и чему лично я уделяю большое очень значение, это и мероприятие в рамках развития делового сотрудничества между нашими странами, между регионами, между компаниями. Я убежден, что мы можем и должны двигаться, что называется, широким фронтом, развивая сотрудничество во всех сферах абсолютно. И вот это вот проведение года перекрестного позволяет нам продвинуться вперед, показать друг друга и культуры, лучшее достижение культуры, и посмотреть, где можем расширить наше взаимодействие в образовательной сфере, и вот говорю в деловой. Но вот, чтобы не быть голословным, давайте как некоторые примеры, скажем, приведу. Да? Во-первых, на 27 февраля уже запланировано торжественное открытие перекрестного года в Москве, в Кремлевском дворце пройдет, с участием двух президентов. Это будет такая большая стартовая позиция. Но вот уже сегодня я принимал участие в открытии обновленного русского центра в Национальной библиотеке Кыргызстана. И это тоже можно рассматривать как такое уже одно из первых мероприятий в рамках перекрестного года. В сфере образования мы намерены провести и второй форум ректоров двух стран. Первый прошел в 2019 году очень успешно, и тогда была договоренность, достигнутая об открытии филиала МГУ в Аше. Я рассчитываю, что в перекрестный год эта задумка реализуется. Будут проводиться форумы молодых лидеров России и Кыргызстана, различные образовательные проекты, конкурсы, викторины. Это, конечно же, в культурной сфере гастроли, выставки, взаимные поездки театров, различные памятные мероприятия. Отдельным блоком, конечно, это вот тема Победы, юбилея Победы прозвучит. Да. В Москве пройдут центральные мероприятия, но и здесь, в Кыргызстане, будет много замечательных, важных мероприятий в этом плане, с учетом того большого внимания, которое кыргызстанцы уделяют этой теме, вклада в победу
в Великой Отечественной войне. Ну, это вообще священный долг каждого гражданина на постсоветском пространстве, потому что война, она не оставила никого, как говорится, в стороне. Поэтому и кыргызская сторона, конечно, будет выкладываться максимально именно в преддверии празднования 9 мая и непосредственно в саму дату. А какие конкретно будут мероприятия, посвященные празднованию юбилейного года Великой Отечественной войны со стороны посольства России здесь, в Бишкеке и в Кыргызстане? Ну, прежде всего, мы, во-первых, занимаемся сейчас совместно с профильными структурами Кыргызской Республики и Республиканским советом ветеранов по определению кандидатур ветеранов, тружеников тыла, которые поедут в Москву на участие и в параде, и в других памятных мероприятиях. Здесь принят и утвержден правительством Кыргызской Республики план мероприятий, который предусматривает и проведение бессмертного полка, и формы различной поддержки ветеранов, и организации всяких встреч с участием ветеранов, молодежных, детских коллективов. Поэтому посольство будет принимать самое активное участие во всех этих программах. Вот. Это что касается юбилея Победы. Но если говорить, вот, возвращаясь к перекрестному году в целом, то, значит, что я не сказал, это деловые связи, это проведение, например, бизнес-форума, российско-кыргызского бизнес-форума в Бишкеке, российско-кыргызского инвестиционного форума на Иссык-Куле, это бизнес-миссии Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, других российских регионов в Кыргызстан и, соответственно, кыргызских представителей деловых кругов в Россию, налаживание прямых контактов по линии отдельных компаний крупных, реализация различных бизнес-проектов, то, что сегодня нам очень важно. Я вот вчера, кстати, услышал цифру, которую привел премьер-министр, о том, что за прошлый год в Кыргызстане было открыто 173 производства. Вот если вдуматься, то это как каждый третий день открывается новое какое-то предприятие. Где-то крупнее, где-то мельче. Николай Николаевич, вот, кстати, фоном у нас идет видео, которое предоставлено посольством. Можете рассказать подробно, для того, чтобы зрители понимали вот это вот визуальное сопровождение сегодняшней нашей беседы, что это за мероприятия, которые были пройдены под эгидой посольства? Вот можно заострить внимание именно на вот том видеосопровождении, которое сейчас проходит наша беседа? Да, конечно, но давайте я тогда еще поясню дополнительно, что вот наше как бы содействие экономическому развитию Кыргызстана осуществляется по различным направлениям. Одно из направлений я обозначил, но очень важная составляющая еще это то, что делает Россия с привлечением международных партнерских организаций системы ООН. Есть несколько организаций, например, Всемирная продовольственная программа, ЮНИДО, это промышленное развитие, ПРООН. И в рамках российского финансирования эти программы реализуют отдельные проекты на территории Кыргызстана. Вот то, что конкретно было показано, школа, это кадры при посещении в городе Таласе одной из школ центральных, где как раз был очень успешно реализован этот проект школьного горячего питания. Вот как раз вот мы присутствовали на кухне, ведь это, значит, здесь, что называется, кластерный такой подход, когда приобретается кухонное оборудование, готовятся повара, приобретаются предметы кухонной утвари, но и вплоть до того, что представляются рецепты школьного питания. Здорово. В результате то, что вот мы увидели вживую, это современная абсолютно кухня с гарантированно качественным питанием. И, как мы говорим всегда, это не просто миска супа, что называется, детям, а прививание детей к культуре питания.
Дети садятся, моют руки обязательно перед приемом пищи, садятся в школьной форме, в столовой, аккуратно, вилка, ложка, все. Вкусное, хорошее питание. Вот этот проект реализуется фактически по всей стране благодаря взаимодействию с международной этой организацией. Есть по линии ПРО-ООН проекты, которые реализуются. Вот, например, сейчас один проект завершился в Волжской области, комплексное развитие Волжской области, когда при том же самом кластерном подходе создаются новые производства. Они сами по себе, может быть, не все крупные, но имеющие очень большое значение для локального сообщества людей. Да. Это, например, обеспечение реабилитации ирригационной системы, когда из заболоченного, скажем, участка превращается нормальная территория с современным поливом, и где можно уже выращивать фрукты, овощи, которые потом, соответственно, попадают в переработку. Это, например, развитие проекта на Иссык-Куле, проект производства соков, проект производства лечебных чаев. Это проект развития молочного производства. Вот сейчас в Караколе в ближайшее время будет открываться, расширяться фабрика. Это различные проекты фактически по всем регионам. То, что правительство Кыргызской Республики, президент Кыргызской Республики ставит своей задачей развития регионов, там фактически во всех местах, да, присутствует и Российская Федерация, где финансово, где технически, но так или иначе наше присутствие обеспечивается. Вот. Это вот одна такая важная составляющая, что мы реализуем вместе с международными организациями. Вот. Ну, плюс еще, конечно, это вот известные проекты восстановления, обустройства таможенной инфраструктуры и пограничной инфраструктуры. И вот в 2019 году было открытие сразу нескольких погранично-таможенных пунктов, Иркиштам там и другие. Эти проекты реализуются в рамках программы, которая подписана была при вступлении Кыргызстана в ЕС. Вот. Если уж говорить вот о ЕС, да, сейчас вот много высказывается каких-то мнений, что выгодно это было Кыргызстану или невыгодно. Я в этой связи что могу сказать? Во-первых, конечно, участие Кыргызстана в ЕС, на мой взгляд, имеет очень большое позитивное значение. Причем это не только с точки зрения тех кыргызстанских трудящихся, которые в России теперь могут работать фактически на условиях тех же, что предоставляется россиянам. Даже сейчас, вот недавно было подписано соглашение о пенсионном обеспечении. И для нас, для россиян, для кыргызстанцев, независимо от того, где мы работаем, да, на территории стран ЕС, мы будем получать пенсию уже с учетом вот этого трудового стажа. Но для меня вот, я очень много вообще уделяю внимания экономической проблематике, считаю это очень важным с точки зрения создания такой базы сотрудничества. И для меня вот поэтому очень важно как бы вот экономические критерии. И в этом плане очень важным считаю то, что происходит помимо восстановления и развития производственной базы экономики Кыргызстана, оздоровление ее внешней структуры торговли. Вот если брать, скажем, торговлю с Россией, да, то по данным, тут у нас немножко по какой-то причине расходятся данные между российскими структурами, Федеральной таможенной службой, и кыргызскими. Если брать данные Федеральной таможенной службы России, то за прошлый год, в прошлом году, да, экспорт Кыргызстана в Россию увеличился практически на 30%. При этом импорт из России чуть-чуть даже сократился.
для Кыргызстана очень важно наращивать свой экспортный потенциал. При этом по мере развития производственной базы происходит расширение экспортного потенциала и сужение потребностей в импорте. Да, мы, развивая, скажем, текстильную промышленность, вот, например, Транстекстиль есть такое предприятие, которое расширило свои производственные возможности за счет кредита Российско-Кыргызского фонда развития, например. Да, они, производя свою продукцию, текстильную, готовую фабричную продукцию, направляют на экспорт, и это уже обеспечивает экспортные поступления в экономику Кыргызстана. Таким образом, за счет наращивания экспорта, да, происходит оздоровление экономики. Кыргызстан так или иначе, понимаете, признаем мы это или не признаем, но он объективно, точнее говоря, неправильно сказал, признают некоторые критиканы или не признают, но объективно переходит на более здоровую основу экономики. Когда уменьшается доля реэкспортной составляющей и идет собственное производство, наращивание собственного производства с дальнейшими поставками на рынки и стран ЕС, и третьи рынки. Конечно, можно много говорить о том, что вот еще не все сделано, и я признаю, что это правда, конечно. И не все сделано в рамках ЕС? В том числе в рамках ЕС не все сделано. Ну, Союз-то довольно молодой. Да, Союз молодой, да. И поэтому надо просто спокойно относиться, понимать, с терпением. подчеркивать тот позитив, искать решение тех проблем, которые реально существуют. Вот. Поэтому мой рецепт один – это работать, работать и работать. И решать поэтапно те задачи, те проблемы, которые иногда возникают действительно. С большой заинтересованностью сторон. Безусловно, заинтересованность есть. Это четко совершенно звучало в переговорах на высшем уровне. В прошлом году вы знаете, что президент России вообще трижды был в Кыргызстане. Состоялись плодотворнейшие переговоры, дискуссии, обсуждения. И весь наш диалог, он построен на поиск путей дальнейшего развития наших экономик, расширения интеграции. Поэтому вот это вот одна из таких сейчас доминирующих, что называется, тенденций в нашем сотрудничестве. Вот, Николай Николаевич, а есть ли удовлетворенность взаимодействием между экономиками наших стран? Есть ли удовлетворенность со стороны Российской Федерации торговыми отношениями между Россией и Кыргызстаном? Вот если вот детально говорить, и вы обрисовали такую очень широкую панорамную картину. А вот детально, есть ли удовлетворенность у российской стороны уровнем взаимодействия экономик и уровнем торговых отношений на сегодняшний день? Я бы не стал констатировать ни позитив, ни негатив. Я могу одно сказать, что, вы знаете, когда человек как воспринимает свою жизнь? Он свою жизнь воспринимает в динамике. Если есть позитивные перемены, то жизнь сразу, особенно на фоне солнечной погоды, воспринимается крайне позитивно. Если вдруг снижается как-то в силу каких-то причин жизненный уровень, сразу настроение другого человека. Я сейчас вижу, что процесс идет, динамика позитивная и положительная. Конечно, я хотел бы еще больше инвестиций в экономику Кыргызстана. Я хотел больше кооперационных связей, еще больше. А что этому препятствует? Ну, мы не можем заставлять компании силовым образом взять и перейти. От этого ничего хорошего не получится, потому что там, где вмешивается государство, там, как правило, возникают в перспективе сложности. Вот поэтому вы и упомянули о позитивных новостях, о позитивной информподдержке, для того, чтобы компании, видя эту ситуацию, без силового воздействия, с искренним желанием заходили на рынок, правда же? Это правильно, абсолютно важно. И с этой точки зрения очень важно, чтобы был создан еще лучший режим привлечения инвестиций. И самое главное, чего, может быть, сегодня иногда не все инвесторы ощущают, защиты инвестиций.
На мой взгляд, вообще, если принято решение о реализации инвестиций, надо создавать все возможности для того, чтобы этот инвестор никуда не ушел, чтобы он вкладывался, чувствовал себя комфортно и хорошо. Поэтому здесь вот тоже нам надо работать в этом плане, продолжать усилия. Я исхожу из того, что правительство Кыргызской Республики серьезно думает над этой задачей, встречается с инвесторами, в том числе и российскими, с тем, чтобы узнавать, какие потребности, какие проблемы возникают, и повышать, улучшать имидж, имидж страны с точки зрения инвестиционных вложений. Скажите, Николай Николаевич, а вот конкретно в чем интерес у российской стороны, в какой отрасли инвестирования? Вот можем сказать, что заинтересована ли российская сторона, в частности, в участии в проектах строительства ГЭС в Кыргызской Республике, в развитии и инвестировании сельского хозяйства? В чем еще проявляется этот конкретный такой вот интерес российских инвестиций? На что они обращают внимание? Спектр самый широкий. Так. Безусловно, конечно, энергетические вопросы. Это, наверное, то, что для Кыргызстана имеет очень большое значение, конечно же. Ну и потенциал, соответственно, большой. Потенциал просто колоссальный. То, что дано Богом Кыргызстану, это надо, конечно, очень разумно использовать. Но, например, у нас рыбники очень сильно заинтересовались возможностями сотрудничества. И сейчас конкретно на Иссык-Куле прорабатываются возможности по переработке рыбной продукции. Очень хороший перспективный проект, достаточно крупный будет для Кыргызстана. И я практически уверен, что уже, наверное, в этом году он получит практическую реализацию. Мы, конечно, очень заинтересованы в получении, в переработке аграрной продукции. И, кстати говоря, сам Кыргызстан заинтересован в том, чтобы расширить производство соков, скажем, напитков натуральных, с тем, чтобы заместить импортные поставки своими родными экологически чистыми продуктами. Молочная продукция востребована на российском рынке, безусловно. Равно как, кстати, востребована и на рынке соседних стран, безусловно. Поэтому если вот сейчас движение по пути развития молочного производства продолжится в этом направлении, которое уже задано, то я думаю, что у Кыргызстана самые великолепные возможности. Поэтому сфера туризма бесконечная здесь, в Кыргызстане. И то, что вот уже сделано до сих пор, открыты новые курорты, новые горнолыжные курорты, плюс альпинизм, конечно, развитие дополнительных возможностей для горного альпинизма. Но туризм здесь можно рассматривать как всесезонное явление, правда же? Фактически да, конечно. Летом это альпинизм, зимой это горные лыжи, безусловно. Вот. Надо продолжить работу над развитием инфраструктуры. Вот это главное. Да, для размещения, опять же, туристов с разными возможностями и заинтересованностью. Вот, кстати говоря, опять же, вот по линии проекта, который финансировался по линии фонда, Кыргызско-российского фонда развития, это вот строительство гостиницы, например, в Караколе, здесь, в Бишкеке, в других местах. Так что вот это вот те самые конкретные проявления, которые позволяют привлекать инвестиции, а в конечном итоге привлекать людей, да, которые приезжают сами на отдых, ну и привозят с собой деньги, естественно, знакомятся со страной. Здесь ведь комплексный такой подход. И мы видим по статистике, что количество приезжающих в Кыргызстан сейчас возросло, явно возросло. Очень много приезжает из России в том числе, из российских регионов. Тем более, что у нас открываются новые линии авиасообщения. Да. И железнодорожного транспорта, кстати. И железнодорожного транспорта тоже. Поэтому тот, кто не любит или не хочет на самолете, всегда может найти альтернативу, безусловно. Вот, поэтому возможностей становится больше. При этом мы же не замыкаемся. Мы, понимаете, когда мы говорим
о развитии сотрудничества между Россией и Кыргызстаном мы не говорим, что нет места другим партнерам. Вот в чем, мне кажется, отличие, может быть, от некоторых других, скажем так, партнеров, в том, что у нас искренний совершенно подход на развитие производственной, технической базы в Кыргызстане, с одной стороны. С другой стороны, мы всегда только приветствуем, когда у Кыргызстана появляются возможности расширения связей с другими странами. Вот. То есть мы никогда не ставим для Кыргызстана такую альтернативу или дилемму, что вы... Выбор. Или мы, или... Да, или мы, или вы, что называется. Или они. Или мы, или они. Поэтому вот это вот наша такая принципиальная позиция. И я, честно говоря, даже горд в том смысле, что действительно Кыргызстан может выбирать. Да? И я, наоборот, заинтересован в том, чтобы этот выбор, отбор, скажем так, потенциальных инвесторов, он шел на абсолютно открытой, прозрачной основе. Вот. Я глубоко внутренне убежден, что чем больше прозрачности, открытости и чистоты при проведении тендеров, тем более эффективными будут инвестиции. При этом, конечно, надо учитывать изначально при проработке тендеров разные факторы, в том числе заинтересованность местных сообществ, чтобы по ходу реализации инвестиций не возникали какие-то проблемы, связанные с тем, что ущемляются чьи-то интересы конкретного локального сообщества, людей конкретных, проживающих на этой территории. Поэтому вот тот момент, который, конечно, которому надо уделить очень большое внимание, это тщательной проработки тендерной документации, условий тендеров, с тем, чтобы уже если принять решение, то двигаться по пути реализации проектов. Вот. Так что я всегда, когда контактирую с представителями деловых кругов российских, настраиваю абсолютно на честный, открытый подход, на взаимовыгодность любого предпринимательского дела. Потому что если нет взаимной выгоды, да, для предприятий, то рано или поздно сотрудничество заходит в тупик. Вот, поэтому такой интерес есть. Я очень рад, что намечены эти бизнес-контакты по линии, особенно регионов, где у нас на самом деле Кыргызстан не до конца еще использует возможности российских регионов, потому что... Вот как раз этот год и может стать своеобразной точкой опоры для дальнейшего развития контактов и уже непосредственной эффективности реализации тех целей, которые будут поставлены. Я очень надеюсь на то, что у нас сотрудничество на региональном уровне выйдет в этом году на новую какую-то основу, которая позволит нам действительно продвинуться вперед. Николай Николаевич, вот еще один вопрос. Я не зря затронул тему железных дорог. Висит довольно-таки давно вопрос строительства железной дороги, которая будет связывать Китайскую Народную Республику, Кыргызстан и Узбекистан. Насколько нам известно, Россия выделяла средства на ТЭО. И интересно тут в каком плане разобраться, как идет вообще процесс подобной реализации этого проекта, и заинтересована ли российская сторона в строительстве конкретно каких-то участков этой железной дороги? Действительно, Россия выделяла средства на подготовку, как говорят, пред-ТЭО. Это начальный этап выработки технико-экономического обоснования для того, чтобы посмотреть вообще... Целесообразность вообще. Целесообразность, она существует тут. Существует, да, но многие говорят о сложности, именно географической сложности, поэтому создаются какие-то препоны и до сих пор никак не может сдвинуться с какой-то мертвой точки и уже конкретно перейти к реализации этого проекта. На самом деле немножко не так обстоит дело. Дело обстоит таким образом, что будет проложена эта дорога по самому кратчайшему маршруту, минуя центр Кыргызстана. Или же мы воспользуемся этой возможностью и одновременно расширим железнодорожную сеть фактически по всей стране,
связав север и юг надежным железнодорожным сообщением. И я знаю, что Кыргызстан и придерживается именно такой линии, и мы такой подход поддерживаем. Другое дело, что это потребует чуть больше средств. Когда я говорю чуть, то это, конечно, в несколько, может быть, миллиардов даже долларов. Поэтому тут надо просто понимать масштаб задачи. Для того, чтобы найти инвестиции под этот проект, надо посмотреть, как его окупать. Да? Потому что не так много, на самом деле, государственных возможностей, а нужны будут инвестиции. А для того, чтобы оправдывать эти инвестиции, надо думать над тем, каким образом окупать. А это значит, как один из вариантов, это продумывать и товарные поставки последующие, которые пойдут по этой железной дороге, и возможности разработки полезных ископаемых по маршруту железной дороги. То есть здесь целый комплекс условий. Одно могу сказать, что переговоры ведутся, причем как мы исходим из того, что они должны очень плотно вестись именно с участием всех потенциальных стран, участников этого маршрута, в том числе и Китая, конечно же, Кыргызстан, Узбекистан, ну и с участием России. Вот. Так что я в целом оптимистично смотрю на перспективы этого проекта, но то, что необходимо будет тщательно все прорабатывать, это тоже факт, конечно. Рельеф не самый простой, это горы, действительно, это потребует немалых вложений, поэтому проект сложный, скажем так, это своего рода вызов, безусловно, но если и когда будет реализован, то, безусловно, принесет практическую отдачу, экономическую уже прежде всего для Кыргызстана, конечно же. Николай Николаевич, и один из важнейших блоков для обсуждения мы выбрали обсуждение сотрудничества России и Кыргызстана в военной сфере. Она довольно тесная. Это сотрудничество на протяжении многих лет очень тесное. И будет ли оно продолжено? И в чем оно будет заключаться в дальнейшем? Потому что вот мы говорили о перекрестном годе, мы говорили о взаимодействии экономик, но мы все прекрасно понимаем, что живем в мире сейчас с очень нестабильной картиной, которая постоянно меняется. И для того, чтобы обезопасить, наверное, будущее сотрудничество, будущую реализацию, допустим, проектов, никуда не денешься от еще и вопросов безопасности. И военное сотрудничество всегда рассматривается как приоритетное. В чем оно будет заключаться? Как оно будет продолжаться? У нас действительно в рамках перекрестного года не предусмотрены отдельные пункты, которые затрагивали бы, касались бы военного сотрудничества, потому что это отдельная программа. Да. И правильно вы сказали, что, конечно, надо учитывать элемент организации договора о коллективной безопасности. Безусловно, в прошлом году мы были свидетелями передачи Кыргызской Республики и вертолетов, и броневой техники для пограничных служб, для генерального штаба. Все это направлено на повышение обороноспособности Кыргызской Республики. У нас есть договоренности по развитию авиабазы. Самое главное, что на все потребности и на все вызовы, которые возникают, мы совместно путем переговоров находим адекватные ответы. Наверное, военная составляющая сотрудничества, равно как и сотрудничество внешнеполитических ведомств, это та сфера, где у нас очень вообще легко находится общий язык в диалоге. Самое главное, понимаете, что мы видим основные проблемы, которые возникают сегодня в мире, примерно одинаково. Так сказать, смотрим через задние очки, если можно так выразиться.
И, к сожалению, нельзя не признавать, что сегодня вот сфера международных отношений, она немножко, знаете, деградировала в глобальном плане, потому что, с одной стороны, мы видим, что разрушается международно-правовая основа международных отношений, в том числе по ключевым аспектам безопасности, которая была сформирована в послевоенный период, и даже вот в период холодной войны, так называемой, и в период разрядки особенно. И мы видим, что выход отдельных стран из ключевых некоторых международных договоров по ограничению гонки вооружений. Да, да. С другой стороны, мы видим то, что произошло в отдельных странах Ближнего Востока, да, вот Ливия и Ирак, то, что вот происходит в Сирии, понимаете, когда события происходят, которые приводят к дестабилизации в целом регионе, когда страны погружаются в конфликтные условия, что порождает, понимаете, уже терроризм, международный терроризм, способствует росту экстремизма. Поэтому мы видим эти проблемы, мы осознаем их пагубное влияние и руководствуемся общим пониманием путей и способов решения и противодействия этим вызовам. Поэтому настроены на то, чтобы, конечно, успешно решать эти задачи, потому что это вопрос жизни, что называется, и смерти. В прошлом году Кыргызстан председательствовал в Организации договора о коллективной безопасности. Очень эффективно прошел год председательства. Были достигнуты важные всякие договоренности. В этом году Россия, кстати говоря, председательствует в ОДКБ. И мы, безусловно, вопросом обеспечения безопасности, укрепления, содействия, скажем так, в укреплении обороноспособности Кыргызстана в том числе, будем уделять очень большое значение. Вот это очень важно, потому что среди населения бытует мнение о том, что вот, мониторит ли ситуацию вокруг Кыргызстана, вокруг целого Центральноазиатского региона, потому что все-таки я думаю, что для России это очень важный стратегический плацдарм, это южные границы, можно сказать. И вот население задается таким вопросом: следит ли за нами Россия? Мониторит ли ситуацию в безопасности? Не оставляет ли нас там, не закладывает ли нас в долгий ящик? Вот здесь вот что можете сказать, чтобы успокоить население в том, что происходит сейчас вокруг, в мире, напряженность, новые вызовы, террористические угрозы? Ну, безусловно, со всем вниманием наблюдаем за тем, что происходит вокруг, в потенциально опасных сферах. И, безусловно, будем оказывать необходимую техническую поддержку в противостоянии этим вызовам. Тут можно быть совершенно спокойными, потому что мы рассматриваем Кыргызстан и Россию как стратегические, на самом деле, партнеры, где не только могут быть какие-то коммерческие интересы, но и как реальная заинтересованность в обеспечении мирного, спокойного развития Кыргызстана. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы и в самом Кыргызстане, безусловно, была стабильность в обществе. Поэтому я уж прямо скажу, что мы, конечно, так очень критически воспринимаем на попытки, может быть, отдельных сил пытаться спровоцировать, что называется, дестабилизировать ситуацию. Вот. И когда вместо, скажем так, помощи, так называемой помощи, эта помощь так называемая идет не на цели развития, да, а на финансирование различных проектов, которые, скажем так, деликатно не служат целям стабилизации общественного развития. Поэтому вот то, на что мы с опаской, конечно, посматриваем, это безусловно так.
И я прямо скажу, мы тут с одним из посольств даже вступили в публичную пикировку через СМИ, что обычно не принято в дипломатической практике, но тем не менее не могли оставить без внимания отдельные высказывания, которые прозвучали. Поэтому, безусловно, что касается безопасности Кыргызстана, это сфера также приоритетного внимания, и мы находимся в плотном абсолютно диалоге и постоянном контакте и с военными властями, и с руководством страны, и будем, безусловно, продолжать линию на самое плотное взаимодействие в этих вопросах. Это очень хорошо. Ну и для того, чтобы в завершении нашей беседы чуть-чуть понизить градус и заговорить снова о позитивном, давайте вспомним государственный визит Владимира Владимировича Путина в нашу страну. И во время этого визита было подписано 17 двусторонних соглашений. Скажите, пожалуйста, какие договоры уже начали действовать, и расскажите про их эффективность, которая, может быть, уже достигнута к сегодняшнему дню. Ну, знаете, я к цифрам и к договорам отношусь всегда так очень спокойно, потому что если есть настрой, заинтересованность в развитии сотрудничества, то они зачастую реализуются и вне рамок договоров и прочее. И наоборот, бывает, что подписаны договора, еще надо думать, как реализовывать. Движение есть, безусловно, но те более мелкие, скажем, соглашения, они реализуются автоматически, естественным путем. Более крупные, значимые, по ним сейчас ведется такая экспертная проработка по проектам реализации, например, по линии геологоразведки, например, по линии развития гидроэнергетики. Комплексные вопросы. Есть и некоторые тормозящие факторы, которые мы пытаемся снять. Но есть и хорошие наработки, которые, я рассчитываю, получат свое развитие. И, может быть, в этом году, может быть, в следующем году. Самое главное, что мы выстраиваем наши подходы, наше взаимодействие с расчетом не на сиюминутную выгоду, да, а на долгосрочную перспективу. Поэтому какие-то вещи будут давать уже результаты через, может быть, через несколько лет только. Вот. Ну а какие-то уже в ближайшее время мы, может быть, даже узнаем, что вот реализовалось. И я хотел бы, чтобы СМИ Кыргызстана, впрочем, как и СМИ российские, тоже обращали больше внимания на действительно на позитивные моменты, на то, что открылось новое производство, которое обеспечивало, скажем, занятостью 50-100 человек в отдельном городе, в отдельном регионе. Я говорю, вот то, что я вначале сказал, каждый третий день открывается какое-то новое производство. И это вот очень важно. Это занятость людей, да? Это стабильная, обеспеченная жизнь. Это, опять же, если уж на то пошло, когда у людей нет необходимости ехать куда-то там, в ту же самую Россию или в другие страны для того, чтобы вот заработать, скажем, деньги на жизнь. Вот. Мы знаем и негативные проявления этого, потому что если родители уезжают, бывает, детей вынуждены бабушкам оставлять, например. Вот. Поэтому, когда я слышу и пытаюсь рассказать о том, что вот открываются новые возможности для расширения, повышения занятости, я всегда с большим таким чувством удовлетворения отношусь к этим новостям. Но и хотел бы, конечно, что вот мы в самом деле теперь начнем, может быть, более активно рассказывать о том, что делается и Россия делается, и во взаимодействии делаем для того, чтобы действительно улучшать жизнь на такой повседневной основе, чтобы люди, проявляя определенное терпение, все-таки видели, что жизнь в самом деле меняется к лучшему. Вот за тот год, пока я здесь нахожусь, в Кыргызстане, я вижу, что действительно противоречивый какой-то процесс. С одной стороны, жизнь явно стала лучше, а с другой стороны, восприятие у людей почему-то так быстро убежало вперед,
что воспринимается, что как бы вот как она идет по негативу. Поэтому... Что якобы этого еще недостаточно. Это не есть Нет, вектор, то, что да? недостаточно, это факт, потому что всегда хочется больше. Самое главное, как я подчеркиваю, это позитивная динамика. Вот почему-то у людей вот это восприятие позитивной динамики, оно не сформировано. Но я вот связываю это только с тем, что мало мы конкретных хороших примеров показываем. В информационном поле. В информационном поле. Все-таки влияние средств массовой информации, я, что называется, извиняюсь, но мне кажется, оно очень большое. Вот. И вот, понимаете, любой трагический инцидент, он обязательно показывается во всех СМИ. Да. Вот. А позитивный момент, он где-то может быть и показан, а так как-то в целом уходит в никуда. Поэтому давайте вот посмотрим, сколько в ближайшие месяцы будут открываться новых производств. Вот обратим внимание на такую позитивную динамику. А они будут открываться, уже где-то там запланировано, я знаю, участие и руководства Кыргызстана, и я где-то по каким-то там мероприятиям буду участвовать, безусловно, и пытаться показывать на уровне посольства, что вот позитивное происходит в стране, в нашем сотрудничестве, безусловно. Ну и, конечно, в рамках перекрестного года будет очень много событий, которые будут дополнительно показывать наши культурные корни, да, нашу близость нашей культуры, историческую общность, и в том числе значение русского языка для Кыргызстана, потому что то, что говорилось великими нашими деятелями, тем же самым Чингизом Тарикуловичем, да, он же не случайно говорит про два крыла, понимаете, для Кыргызстана. И, к сожалению, если вытесняется русский язык, то это тоже не идет во благо. Вот, к сожалению, да, эти процессы не очень-очень сложно заместить чем-то другим. Вот. Мы, кстати говоря, вот сейчас развиваем дополнительные программы по линии подготовки преподавателей, по линии направления российских педагогов вот, в регионы Кыргызстана. Вот в этом году, в учебном году, в частности, в Аше работает там 17 преподавателей российских и русского языка, и предметников на русском языке. И насколько я знаю, что отклики самые хорошие, и есть у нас планы, безусловно, не только продолжить эту программу, но и расширить ее. Поэтому, так что я очень надеюсь, что вот перекрестный год, он действительно станет таким, может быть, в каком-то смысле качественным скачком в нашем и образовательном сотрудничестве в том числе. Николай Николаевич, на этой позитивной ноте разрешите подытожить, наверное, сегодняшнюю нашу беседу, которая прошла и в позитивном, кстати, ключе. Довольно-таки много тем мы сегодня затронули, ключевых, фоновых, интересных, но я думаю, что еще очень много событий, которые ждут наши страны, особенно в ближайший год, которому мы уделили в нашей беседе центральное внимание. Мы очень благодарны вам за то, что вы посетили опять-таки наше агентство, нашли время. От себя лично и от информационного агентства «Кабар» я выражаю вам огромную благодарность. Ну а на этом позвольте сегодняшнюю передачу «Тыянак» закончить, завершить. Как всегда, на мажорной ноте. Антон Кубицкий желает всем всего самого доброго.